какой вывод сделали? Либо они видят, что кто-то его друг, например, он видит, что брат или друг, или кто-то так живет, и он вот в таком жизни, он думает, зачем тебе это надо, а? Мой брат до сих пор мне так и говорит. Говорит, живи своей жизнью, лезешь в жизнь всех людей, ходишь туда-сюда. Он мне так и говорит, ходишь, говорит, всем людям там, лезешь в их жизнь, зачем тебе это надо? Живи своей жизнью. Потому что он по-другому мыслит. У него мышление другое, он понимает совсем по-другому. Я ему говорю, понимаешь, говорю, кто со мной столкнулся, он покой потеряет. Разве это не так? Одна девушка подошла ко мне в Душанбе и мне говорит, Давлат, вы знаете, я почитал вашу книгу, как будто проснулась. Я говорю, от чего? Она говорит, знаете, до этого момента как-то жила вот так, как-то спящая жизнь была, что что-то произошло, а теперь я не могу сидеть. Я что-то делаю, хожу, там что-то делаю и так далее. Она говорит, я открыла свою программу, у нее программа по радио, она проводит, называется «Молодежь», «Джавонон» называется. «Молодежь» по радио, это центральное радио. Она говорит, вот эта программа, это все разработал после того, когда читал ваши книги. Я сказал ей, сколько процентов у тебя доход вырос? Она говорит, 5 раз. Я говорю, видишь, как классно? Вечером я захожу в АКТО, нотариусы надо оформлять, там компания и так далее, уставные, в общем, вот это все, учительские договора подписать и так далее, и потом я должен был ночью улетать. И захожу туда, одна женщина вот так смотрит на меня. Потом идет, вот так смотрит. Что-то делает, так смотрит. А я-то там в футболке одет и такое. А потом она не выдержала, она мне говорит, а вы не Давлатов? Я говорю, да. Она говорит, а вы знаете, дайте свою руку. Вот держи мою руку. Я говорю, а что? И она говорит, вы изменили мою жизнь. Я говорю, если в чем-то это помог вам, я был бы очень рад. И она говорит, в 2008 году я посещала ваш тренинг, но вы на сцене были, издалека были, вот так впереди вас впервые вижу. И она, а вот свой столик, вот это как называется, тумбочку, вытаскивает, и оттуда вытаскивает тетрадь, который конспект, мой тренинг. Запись. И она говорит, знаете, я это читаю каждую неделю. Вы сказали 21 раз прочитать. Я прочитал, наверное, 100 раз. Я работала юристом. Она говорит, я работала юристом. И вот, у меня была зарплата, и я, говорит, пришел, смотрел, мой начальник купил этот. Я юристом работал в одной компании, говорю, мой начальник купил этот Toyota 40-ка. Я посмотрел на это, думал, как я мечтаю хотя бы какую-то простую машину хотя бы купить, чтобы ездить на работу. Я так устаю пешком и так далее. Мечтал, думал, не когда-нибудь такое будет или нет. Она говорит, вот посещала ваш тренинг, и через полгода вся началась измениться. Я делала все то, что вы говорите. Я читаю каждую неделю до сих пор это вашего вот этого конспекта. Хотя бы 1-2 страницы. Я его читаю. Она говорит, знаете, вся моя жизнь изменилась. Через ровно год я купила, она говорит, Lexus 470. Не то, что Toyota такой, который я мечтал. Я говорю, там и так далее, и так далее. Она, оказывается, работала с парнем, парень был его шефом, и это его шеф сейчас у меня работает. Сейчас со мной работает и у меня работает. И она мне говорит, она мне рассказывает сейчас, она говорит, я ей сказал, у вас, наверное, доход 10 раз вырос. Она говорит, 100 раз. Вы знаете, как приятно это слышать? Она говорит, нет, 100 раз. Не 10. Я думаю, классно. Круто. Поэтому, дорогие мои, думаю, что, возможно, вы делали большую ошибку. Пришли сюда. Ваша основная ошибка была, что в жизни со мной столкнулись. А мы вас искали. Спасибо. Потому что к чему ты прикасаешься, то ты прикасается к тебе. Если вы прикасаетесь к такому мышлению, которое мыслит по-другому, вы будете так. Например, сейчас кризис, да? Я вообще не думаю о кризисе, я расширяюсь. Вы знаете, в этом году кризис мне хорошо помог. Я на несколько миллионов долларов разбогател. Я серьезно говорю. Кризис хорошо мне помогает. Я на несколько миллионов долларов разбогател, это правда. А сижу, смотрю, люди жалуются, ходят. Как вы думаете, когда было все нормально, девальвация, эти люди жаловались? И все равно жаловались, и сейчас жалуются. Они и дальше будут жаловаться. Это на самом деле так, они все равно жалуются. Честно скажу вам, у меня в голове мысли не могут появиться от чего-то-нибудь, потому что у меня не до этого, время мало.
Эй, я лучше бы заработал бы вот свои 500 и без проблем жил бы. Я лучше бы вот свой 300, зато спокойно спал бы, зато это такой. Или либо они сами пережили это, такой вывод сделали, либо они видят, что кто-то его друг, например, он видит, что брат или друг или кто-то так живет, и он вот в таком жизни, он думает, зачем тебе это надо, а? Мой брат до сих пор мне так и говорит. Говорит, живи своей жизнью, лезешь в жизнь всех людей, ходишь туда-сюда. Он мне так и говорит. Ходишь, говорит, всем людям там, лезешь в их жизнь, зачем тебе это надо? Живи своей жизнью. Потому что он по-другому мыслит. У него мышление другое. Он понимает совсем по-другому. Я ему говорю, понимаешь, говорю, кто со мной столкнулся, он покой потеряет. Разве это не так? Одна девушка подошла ко мне в Душанбе и мне говорит, Давлат, вы знаете, я почитал вашу книгу, как будто проснулась. Я говорю, от чего? Она говорит, знаете, до этого момента как-то жила вот так, как-то спящая жизнь была, что что-то произошло, а теперь я не могу сидеть. Я что-то делаю, хожу, там что-то делаю и так далее. Она говорит, я открыла свою программу, у нее программа по радио она проводит, называется «Молодежь», «Джавонон» называется. «Молодежь» по радио, это центральное радио. Она говорит, вот эта программа, это все разработал после того, когда читал ваши книги. Я сказал ей, сколько процентов у тебя доход вырос? Она говорит, 5 раз. Я говорю, видишь, как классно? Вечером я захожу в АКТО, нотариусы надо оформлять, там компания и так далее, уставные, в общем, вот это все, учительские договора подписать и так далее, и потом я должен был ночью улетать. И захожу туда, одна женщина вот так смотрит на меня. Потом идет, вот так смотрит. Что-то делает, так смотрит. А я-то там в футболке одет и такое. А потом она не выдержала, она мне говорит, а вы не Давлатов? Я говорю, да. Она говорит, а вы знаете, дайте свою руку. Вот держи мою руку. Я говорю, а что? И она говорит, вы изменили мою жизнь. Я говорю, если в чем-то это помог вам, я был бы очень рад. И она говорит, в 2008 году я посещала ваш тренинг, но вы на сцене были, издалека были, вот так впереди вас впервые вижу. И она, а вот свой столик, вот это как называется, тумбочку, вытаскивает, и оттуда вытаскивает тетрадь, который конспект, мой тренинг. Запись. И она говорит, знаете, я это читаю каждую неделю. Вы сказали 21 раз прочитать. Я прочитал, наверное, 100 раз. Я работала юристом. Она говорит, я работала юристом. И вот, у меня была зарплата, и я, говорит, пришел, смотрел, мой начальник купил этот. Я юристом работал в одной компании, говорю, мой начальник купил этот Toyota 40-ка. Я посмотрел на это, думал, как я мечтаю хотя бы какую-то простую машину хотя бы купить, чтобы ездить на работу. Я так устаю пешком и так далее. Мечтал, думал, никогда-нибудь такое будет или нет. Она говорит, вот посещал ваш тренинг, и через полгода вся началась измениться. Я делала все то, что вы говорите. Я читаю каждую неделю до сих пор это вашего вот этого конспекта. Хотя бы 1-2 страницы. Я его читаю. Она говорит, знаете, вся моя жизнь изменилась. Через ровно год я купила, она говорит, Lexus 470. Не то, что Toyota такой, который я мечтал. Я говорю, там и так далее, и так далее. Она, оказывается, работала с парнем, парень был его шефом, и это его шеф сейчас у меня работает. Сейчас со мной работает и у меня работает. И она мне говорит, она мне рассказывает сейчас, она говорит, я ей сказал, у вас, наверное, доход 10 раз вырос. Она говорит, 100 раз. Вы знаете, как приятно это слышать? Она говорит, нет, 100 раз, не 10. Я думаю, классно, круто. Поэтому, дорогие мои, думаю, что, возможно, вы делали большую ошибку, пришли сюда. Ваша основная ошибка была, что в жизни со мной столкнулись. А мы вас искали. Спасибо. Потому что к чему ты прикасаешься, то ты прикасается к тебе. Если вы прикасаетесь к такому мышлению, которое мыслит по-другому, вы будете так. Например, сейчас кризис, да? Я вообще не думаю о кризисе, я расширяюсь. Вы знаете, в этом году кризис мне хорошо помог. Я на несколько миллионов долларов разбогател. Я серьезно говорю. Кризис хорошо мне помогает. Я на несколько миллионов долларов разбогател, это правда. А сижу, смотрю, люди жалуются, ходят. Как вы думаете, когда было все нормально, девальвация, эти люди жаловались? И все равно жаловались, и сейчас жалуются.